Котики. Кошечки. Подложку. Он видит описание, какую-то информацию. Это вся информация, которая обязательно на первый экран. Все, пользователь может ниже не спуститься. Что нужно, какая наша задача, да, как администратор, как человека, который создает группу? Нам нужно сразу дать пользователю представление о том, кто мы, во-первых. Это для нас важно, да? А самое главное, зачем мы для него. То есть какие проблемы мы решим пользователю, если он подпишется на нашу группу. Что он узнает, будет узнавать. В общем, какого черта он вообще будет видеть наши посты в своей ленте. Да? И он либо соглашается на это, если видит ответ на свои вопросы, либо кликает и уходит и забывает вас раз навсегда. Какие важные элементы нам нужно здесь акцентировать, да, для пользователя? Ну, вы сказали обложка. Вам нравится эта обложка? Давайте так. Давайте будем оценивать. Будем критикарами. Захотели ли вы снять подписчика? Женщина любит цветами. Вообще эта обложка удачная, считаю. Единственное, что у меня есть сомнение, что она подходит под мобильную версию. Если проверим на своем телефоне. Ну вообще, что дает нам, о чем нам говорит эта обложка? Ну, во-первых, это чья-то группа, да? Отдает ее адрес. Я, кстати, обратила внимание, что во многих ваших группах нету города. И это не только ваш косяк. То есть это фишечка, она для многих сообществ характерна. Они включают город. Вот. Или встречается в названии страшная аббревиатура. Пользователи вообще не любят аббревиатуры. Да и вообще никто их не любит. Потому что они не читаемые, не все знают, как они расшифровываются. Вот я не вспомнила, какого города, но, в общем, 4 или 3 буквы, которые расшифровываются, видимо, как центральная библиотека или еще что-то. Ну, ЦБ там точно есть. СЦБ, по-моему. СЦ1, по-моему, что такое. В общем, расшифруйте свою аббревиатуру, внесите ее в название. Зачем? Если вас начнут искать через поиск, да, пользователи иногда делают это. То есть, если нужно, хотя я сомневаюсь, что именно ваша группа будет так искать. Но вот есть такая поиск, и есть еще поисковики типа Яндекс и Google. Да, и пользователь не вбивает аббревиатуру, чтобы найти ваше сообщество, вбивает телефон, библиотека. И тогда у вас есть шанс какой-то попасть в эту поисковую выдачу. Не очень большой, но есть. Поэтому будьте открыты. Эта обложка эмоциональная. Так? У многих из вас на обложках ваше здание. Ну, вот чисто мой какой-то совет из опыта. А почему бы вам не, поскольку вы для читателя, для подписчика, люди любят смотреть на людей. Это как вот обложки журналов. Да? На всех обложках журналов человек. И человек, когда заходит в сообщество, он хочет видеть себя и читать о себе. Почему бы вам не разместить портрет вашей целевой аудитории? Да, будем говорить с книгами, какой-то эмоциональной обложкой. Вот эта обложка эмоциональна только за счет цветов. Вот. И то эта обложка, она ограничена во времени. Когда закончится весна, это стоит поменять. Вот. Если вы хотите более вечную обложку, можете поставить туда своих читателей. Есть такая фишка, как динамическая обложка. Да, она может менять, она может показывать людей, которые последние перезовут, или которые последние оставили свой комментарий. Вот. Технически это несложно сделать, но в принципе это просто модная штучка, от которой можно и отказаться. Но эмоциональная обложка с изображением целевой аудитории, эмоциональная фотография теплая, которая располагает сразу к себе визуально, ее стоит вместить. Что касается названия, вы используете аббревиатуры, то есть просто название, не означает. Здесь вот библиотека, она нашла такой интересный ход, она публикует анонсы, да, важных мероприятий. Да, если у вас, то есть это такая
сюда, у вас есть какое-то количество знаков, которое вас ограничивает. Напишите здесь, для чего вы. Или расшифруйте, или какой-то призыв к действию, вступайте, или еще что-то. Обещайте что-то подписчику. Ну, понимаю, что вы не можете обещать какие-то призы, да, какие-то товары, или какие-то магазины. Но напишите здесь какую-то выгоду для подписчика, то есть чтобы подписчик зашел и понял, для чего он вообще к вам заходит. Если вы зайдете в группу библиотеки Белицкого, да, которую я вам показывала еще историю, библиотеку Некрасовку, я потом все ссылки дам в конце презентации, то там очень хорошие статусные строчки, вы можете просто их связать. Ну, не изобретать велосипед, я думаю, что ничего критического. И информация. Дальше блок, который видно нам на первом экране, это информация. Здесь могу привести как пример вот это описание. Да? Во-первых, есть ужасная строчка «Показать полностью». Вот такие строчки – это дополнительный клик для пользователя, это дополнительное движение пальца, это барьер. То есть многие даже не будут читать полностью то, что вы там написали. Поэтому самая главная информация, она должна быть размещена вот этих 4 строчек. И опять же, что здесь нужно указать? Конечно, выгоды для читателя. Что он получит? Зачем вы для него? Почему мне нужно подписаться на вас? Что я здесь увижу? Да? Что я здесь узнаю? Какие проблемы решит мое сообщество? То есть вы должны стать прежде всего на позицию подписчика вашего. Не пытаться решить какие-то свои задачи. Это вы сделаете с помощью контента. То есть, когда вы уже получите пользователя в качестве подписчика, когда ваши посты будут появляться где-нибудь, а еще лучше, когда он сам будет заходить в ваше сообщество, то с помощью контента и только с помощью него вы сможете решать уже свои какие-то свои задачи. Так, ну ссылка на сайт, да, если вам нравится. Большой трафик на сайт группа дает. Нет, порядка где-то 1,5%. Откуда посещаемость? Основной трафик откуда? Из скидки? Из скидки. Который спросит, могу сказать, что сделать. И адрес. То есть самое главное, что еще нужно читать и узнать о библиотеке, как думаете? Что он не получит? Что читать, и что подписчику нужно еще знать. Вот самая главная информация, которую неплохо было бы ему получить, вот глядя сразу на первый экран, чтобы принять решение стать подписчиком вашего сообщества. 7 секунд. Да? То есть все, кто, где, да, ну, график работы может быть, да, но это уже опять же. И выгоды, зачем? То есть зачем мне подписаться? Так, я не смогу, почему здесь? Так, что еще здесь? Это сообщество в формате группы. Да? Формат страницы мы уже обсудили. Для формата страницы, так, я вам сказала, что подписчик составляет новость, да, вы можете модерировать. Вот. Очень удобно на первый экран добавить виджеты приветствия. Да, то Лена рассказала вам, как это делать, поэтому я не буду заострять внимание. Вот. И всякие кнопочки, на которые пользователи очень любят нажимать сейчас, потому что они относительно новые. То есть это какие-то новомодные штучки, приложения, подписки и так далее. Где найти и где искать вообще все эти приложения? Кто администратор группы? Кто администратор группы? Нажмите на эти 3 точки. Вот, кто не администратор, просто слушайте, тогда и подписывайте. В общем, я нажимаю на эти 3 точки, и у меня вываливается панелька. В этой панельке есть строчка приложения. Но опять же, зачем? То есть, да, видите, да, нашли такую строчку? Сюда, сначала администратор. Да. Нашли? Нет. Сначала управление сообществом. Нет управления сообществом. Нет, далеко пошли. Видите, там, да, то есть у всех по-разному. Управление сообществом. Да. А если нет что-то? Давайте я буду. Нельзя разъехать. Тут я поняла, что... Управление сообществом.
То есть вы должны быть обязательно администратором. Если вы хотите один человек, потому что вы не владелец сообщества. Давайте я еще вот эти моменты говорю. Я помоги, если там, да, что. В общем, перевести страницу, группу страницу, может тоже владелец сообщества. Один человек, который может зайти этим заниматься. Если это владелец сообщества, уже не сотрудник вашей библиотеки, то он может просто передать права. То есть вы свяжитесь с ним. Клубами, да, работаем. И там есть кнопочка, буквально 3 клика все делается, и все описано, что нужно делать, а ничего сложного. Но владельцем сообщества желательно, чтобы был действующий сотрудник. Только он может перевести страницу. Для того, чтобы иметь больше полномочий, вам нужно быть, если вы владелец, хотя бы администратором. У редакторов и модераторов у них меньше прав. Они могут для того, чтобы вообще обладать полным видением всей картины, да, все может твориться в вашей группе. Оперативно реагировать на комментарии, которые вас появляются. Мы так и поняли. Можно все так нет. Можно дальше важную информацию. Ну, все у всех получится. В общем, есть такое приложение, оно называется модератор. Его можно найти через поиск. Можно зайти на мою страничку и его найти. Есть, ну вот, могу сравнить два приложения. Есть приложение модератор, которое выпустил сам ВКонтакте. Причем оно есть и для мобильных версий. То есть если вы любите работать с телефона в своей группе, то можете установить мобильную версию. Но оно, поскольку много, оно не очень стабильно, то есть оно глючит немножко. Вот. А есть приложение, так называется, просто модератор, я не знаю, кто разработчик, можете просто найти его через поиск. Тоже делается все в 3 клика. Ничего сложного. Вот здесь поиск. Да, поиск. Или вот как у Лены есть приложение, если на страничку у нас не выходит приложение, это потому что Лена не и это от настройки зависит. Я вам скину ссылку тогда на это приложение, когда набирайте время сейчас. Оно называется модератор. Установить его в 3 клика. Там буквально скопировать одну строчку, вставить ее в одно поле и посмотреть, как оно будет. Вот, если ваши контакты, да. Нет, это группа. Ну, в группе есть ссылка на приложение. Ну, потом, давайте не буду сейчас время тратить, потом тихонечко сядете и все разберете. Что позволяет делать это приложение? В приложении, если вы проставите там везде галочки, вы будете видеть любой комментарий, который появился под каким-то постом. Потому что вы наверняка увидите комментарий, и вам ВКонтакте выдаст уведомление о том, что что-то кто-то написал под вашим последним постом. А, допустим, там 2 месяца назад вы писали какой-то пост, кто-то до него дошел по вашей ленте, и что-то там оставил, вы можете не увидеть. Не всегда ВКонтакте сама система вываливает уведомление. Да, вот сюда, где знак колокольчика, это уведомление, с этим все знакомы. Вот, если у вас будет установлено приложение модератора, вы будете видеть все и сразу. То есть у вас тут автоматически будет выскакивать такая же циферка, это значит, что в вашем сообществе где-то кто-то что-то наследил. Вот, причем оно позволяет отслеживать новых участников. Для чего нам это нужно? Кто вступил, кто вышел. Вновь вступившего вы можете поприветствовать. Да, что-то не получается. Я потом ссылочку дам, и завтра уже там спокойно все тогда откроем на родном месте и все вам покажу. В общем, пока так расскажу. В общем, если вы сами найдете модератор, то обязательно установите его вот, и посмотрите, какие возможности он дает. Это позволяет быстро реагировать. Да, на все. Это позволяет быстро удалять спам со стены, потому что спамеры не дремлют. Если у вас открыта стена в настройках, знаете, как открывать-закрывать стену? Давайте, кто администратор, зайдите еще раз в управление сообществом. Кто не администратор, можете записать, это быстро. Вот, зайдете в управление сообществом.
Вот смотрите, еще штучка. Можно добавить левое сообщество, вот здесь вот оно будет. И у вас тоже будут вязать такие циферки, которые будут вам показывать о том, что в группе кто-то что-то сделал, кроме без вашего ведома, да, и вы быстренько все будете знать. Но, опять же, эта система ВКонтакте, она не очень быстро реагирует. Лучше установить модератор. Что еще можем сделать? Можем делегировать, например. Так, кому-то нет, ну, я пополняю рекламный кабинет, да, и плачу за приложение. Да. Ну, вы имеете в виду случай мошенничества? Нет, то есть вот эти строчки, вот их, все, что надо подключать, вот в этом блоке, ну, кроме оправдания, все подключайте. Уведомляйте записи. Да. Вдруг кто-то что-то напишет без вас. Добавить линию? Да. Упоминание сообщества подключаем. Управление сообщества заходим и подключаем там что? Отзывы. Так, вот здесь вот мы можем все поменять. Описание сообщества. Вот, у библиотеки классно. То есть работает здесь вся информация. Мало того, здесь есть еще, вот я вот это не увидела сразу, здесь есть рубрикация, да, то, о чем мы говорили. То есть хэштеги рубрикационные, которые позволяют пользователю чувствовать себя уютно, а вам облегчает участь. Так, что еще у нас тут есть? Тип группы, открытая, да, но мы договорились, что мы переходим на страницу, да? Так, обложку здесь загружаем. Для обложки тоже существуют определенные размеры. Я вам дам ссылки, где все они написаны, чтобы не это время брать. Вот, у многих из вас, из ваших групп, нет короткого имени. Вот обратите внимание на адрес страницы. Да? То есть дайте своей группе короткое имя. У вас там у многих план и циферки какие-то. Да? То есть пользователю это неудобно запоминать. Ну, мало ли у кого что в голове, кто-то может так запомнить. Так. И вы можете, вот мне нравится вот эта вот штучка. Ею очень редко кто пользуется, но вот она реально работает. Вы можете создать наклейки для вашего сообщества здесь. Чего? Ты говорила уже? Ну хорошо. Ну, в общем, я только подтвержу слова Лены, что это круто. Распечатать и развесьте везде на входе, на всех точках входа. Да? Так. Что еще тут нужно? Лена, вы ползали по техническим настройкам? Стену рекомендую сделать ограниченную. Обратите внимание, какая у вас стена, открытая или закрытая. Ограниченная позволит вам контролировать. Фотографии и видеозаписи тоже рекомендую сделать ограниченными. Пока вы не установите приложение модератор. Потому что если вот в такой ситуации фотографии и видеозаписи могут скидывать все, кому не лень. И это чревато обилием спама. Да, вашим фотоальбомом, какие-то реплей, мегом, еще что-нибудь, они очень любят такие вещи. Если у вас нет приложения модератора, вы не сможете отследить. Ну, где-то ребята заметят. Аудиозапись включите. Раз нам ВКонтакте пока дает такую возможность, слушайте аудиозаписи, пользуйтесь, берите, выжимайте все из этого. Открытую, да, аудиозапись? Ограниченные, да? Ограниченные, что там? Открытые, ограниченные. Ограниченные. Ставьте везде ограниченные. Так. Лен, у вас нет обсуждений? Нет. Потому что всякие есть. У нас ограниченные. А включите обсуждения. Почему нет у вас? Потому что за ним нужно следить и контролировать. Они вот висели, например, годами, одна и та же тема. И... Ну вот, это опасность блока. Я думаю, что если вы оставите только самые важные, вот эти вот продлить, ну, самые топовые. Вот я специально появилась, вот, посмотрела по всем, вот у всех, у кого-то там 27 там, но в топе всегда 3. Продлить книгу, есть ли, ну, спрашивают, есть ли такая книга, и третье, просто спросить библиотекаря. Ну, там, санитарный день, не санитарный день, ну, какие-то мелочи. Вот, вопрос-ответ вообще топ. Но у нас эту функцию выполняет, я говорила коллегам, раздел сообщения. То Да, есть, если есть вопрос, любой. Нужны разные точки входа. Кому-то удобнее написать в сообщение, потревожить вас.
кому-то в обсуждение, кому-то вообще в комментарии. То есть для пользователя нужно много дверей открыть. В какую-то он зайдет. Если будет одна дверь, да, то все не возьмут. Вот. Поэтому открывайте обсуждения, с помощью модератора контролируйте их. Обсуждение — это очень удобный инструмент для работы. А при ограничении можно спросить, фотографии в другую же как бы не сможет, да? Он сможет предложить. Только предложить. Да, но открывайте, устанавливайте модератор и открывайте. То есть будьте открыты, не ограничивайте. Пока ограничены, пока у вас нет модератора, пока у вас нет возможности контролировать. Потому что как только вы откроете, то все, посыпется. Будет предложение модератора. Кто-то, допустим, выставил, ну, скажем так, нелестный коммент, да? Да, И что? Вот здесь появляется такая циферка 1. Да. Вы заходите в него, я завтра покажу. А люди видят? Нет. Все. Видите только вы. Только вы. Мало того, в этот модератор можете включить других администраторов сообщества. А редакторы, получается, вы говорите, он тоже не видит. Редакторы не столько полномочий, в принципе, полномочия редакторов, они там все описаны в настройках, поэтому не вижу смысла их проговаривать. Но если вы включите редактора модератор в приложении, если тоже включите, можете только установить, не надо всем устанавливать. Один кто-то установил и подключил разных людей. И все, и видите только вы. Вот у вас такая пипочка выскакивает, вы заходите, и у нее там прям по разделам. Вступившие, ушедшие, там, комментарий, то есть все смотрите, запись. То есть какую-то запись вы на отложенный постинг. Про отложенный постинг Лена не рассказывала? Рассказывала, да? Какая запись у вас вышла, вы проконтролировали. Тут комментарий упал, тут еще что-то. Это очень удобно. Это экономит вам кучу времени. Так, чего мы шли? Так, в общем, когда установите модератор, все открывайте. Пока нет модератора, ограничивайте. Обсуждение включайте. Да, 3 темы топовые. Так, взял мероприятие. Мероприятие тоже удобно. Ира, вы как-то мероприятия продвигаете свои? Ну, вот. То есть ты создаешь отдельную страницу для мероприятия, да? Поэтому У нас созданы на Библионочи и на Дне Арктики вот 2 страницы для мероприятий. просто я смотрю, у тебя включены мероприятия. Отдельно не создаете его ВКонтакте? Конечно. Да? Ну, тогда расскажу. Если у вас какое-то мероприятие, выставка, можно включить вот эту кнопочку «Мероприятие включены». И в ВКонтакте создавать, ну там, сейчас покажу. Вот, наше мероприятие. Редактировать, да? Вот, добавить события. Вы здесь можете добавить события себе, какую-нибудь выставку или что-то у вас. И появится ссылочка. То есть не только постами можно продвигать мероприятие, да, и специальные хэштеги. Ну, еще вот включить вот этот раздел, и потом его можно убрать. Вот когда, то есть, когда мероприятие закончилось, чтобы оно тут не висело, можно убрать, и оно сохранится в своем сети, просто ссылка не будет. Так, сейчас посмотрю, что у меня по презентации. Так, ну, с первым экраном разобрались уже, да? С подписчиками. Напомните мне, пожалуйста, чтобы я подписчиков еще сделала. Вот я хочу вам показать пример первого экрана. Да? Все, то есть я зашла, и вот это скрин моего экрана. Все, что я вижу. Это все, что надо. Больше ничего нет. Это вот как раз те 7 секунд, которые позволили даже мне вступить в эту группу. Потому что мне понравилось, как она оформлена. Название центрировано, да, обратите внимание. То есть если я зайду с мобильной версии, да, у меня будет вот это поле, весь экран мобильного телефона. Мне понятно, что это такое, что это за группа и что в ней находится. Да? Мне понятно выгоды. Я смогу скачать и прочитать многие журналы на редакционную тематику. Да? Все, 2 строчки в обязательности. Есть большое количество учебников, справочников, то есть тоже зачем мы, да, и кто мы. Все. Самое важное – правообладатель. Да? Тоже важная информация для отдельной аудитории группы. То есть есть просто читатели, а есть еще и писатели, да, авторы этих справочников, для них отдельно. То есть смотрите, они разграничили аудиторию. Вот. У вас у многих висят тут блоки, значит, информация, потом еще что-то, потом свежие новости. Есть такое?
свежие новости есть у всех? Ну, у кого-то есть, да? Зайдите в свои свежие новости и прочитайте мне этого стрима даже без второй свежести уже. Убирайте этот блок, он вам не нужен. 3 часа назад. Что у вас в свежих новостях? 3 часа назад. Нет, у вас не блок. Я об этом вот, свежие новости. Это хорошо, что вы следите, да, но ну, это классно. На самом деле вы уникальны. Вы уникальны, потому что этим вообще мало заниматься. Как правило, вот этот блок свежие новости, это огромный репутационный риск. Вы никто этот блок не выполняет, и вот он висит, и вот это, ну и сама формулировка, вот этой свежей новости, она очень такая, сомнительная. Убирайте этот блок вообще или меняйте его. Просто дайте какую-то информацию дополнительную. То, что вы хотели написать вот здесь, вот в таком тексте, можно сократить, здесь оставить самое основное. Да, даже, вот видите, они обошлись без строчки показать полностью. Вот. И поместить это в блоке свежие новости, просто его как-то по-другому назвать, да, если вам не хочется свежих новостей. Все, больше ничего не надо. Этим ребятам нужно, чтобы подписывались на какие-то приложения, то есть они просто хотят от вас денег. Вот и все. То есть они сделали точку входа. И несмотря на то, что, согласитесь, тематика сообщества очень узкая, у них почти 5000 участников, и я проверяла, эти участники, они реальные. Как проверить? Признайтесь честно, кто-то нагонял участников в свою группу? Поначалу, конечно, все, наверное. Вот, да, раньше, ну все, наверное, да? Я сама этим грешила, и за что поплатилась, конечно. Потому что ВКонтакте раньше давал зеленый свет. Он разрешал в группу приглашать своих друзей. Что мы делали? Да, что я часто сделала. Я приглашала к себе друзей, да, по 40 штук в день, там ограничения стояли. Потом этих первых друзей, там, которыми со всеми друзья, да, приглашала в сообщество, да, из них там, может, человек 10 и вступало. Ура, я радовалась. Почему? И многие, кстати, продолжают этим заниматься. Во-первых, почему не стоит этим заниматься, да? Во-первых, ВКонтакте теперь за это жестоко наказывают. Вот. Во-первых, вы несете свои собственные риски, да, вас уже перестают здороваться с вами, говорится, да, если вы очень часто приглашаете. Во-вторых, даже те люди, допустим, у вас группа, и вы пригласили, эти 10 человек там зашли, они не являются потребителями вашего контента, потому что, ну, может, кто-то является, но они не заинтересованы в вашем контенте. И, допустим, у вас 4000 подписчиков, к примеру, и из них только 40 человек любят вашу группу, из них 20 это сотрудники, ваши коллеги, и 20, ну, еще, допустим, лояльные пользователи, действительно, которые читают, как ваша аудитория. Вот. Что получается? 40 и 400, да, это сколько? 10%, да? Вот, то есть 10%. Мало того, что алгоритм ВКонтакте занижает наш охват, то есть он не вываливает наш пост в ленты всех 400 подписчиков наших, да, то есть он показывает 40. Благодаря тому, что 40 человек только заинтересованы, а остальным 360 им абсолютно вообще все равно, что вы там пишете. Они не заходят в вашу группу, они не лайкают ваши новости, они их не читают, не комментируют. И вот это процентное соотношение, оно показывает системе, что ваши посты неинтересны. И даже вот тем 40 ваш пост не будет показан, потому что алгоритм так посчитал, высчитал процентное соотношение. Понятно? Это то, о чем я говорила на первой встрече нашей. Поэтому не стоит насиловать людей, да, нагонять в группу. Пусть они заходят сами. То есть вот формат страницы, он убережет вас от этого вот бездумного приглашения друзей и приглашения в группу. Он не дает такую возможность. Потому что когда я людям говорю, переводите страницу, все говорят, а как же мы будем теперь друзей приглашать в группу? То есть в группе-то есть эта функция, пригласить друзей, а на странице нету. Оно и не надо. То есть если вы нагоняете друзей, то это наоборот, вы сами себе медвежью услугу оказываете. Мало того, что вас могут забанить, если вам лучше народ пришло, нужно. Так еще и ваши посты не показаны. Так, что я еще хотела показать? Вот еще такая фишечка. Вот кто администратор, нажмите на строчку участники. Участники. Пришли? Запомните число. Вот у меня 45-64 у меня. Скажите, что у вас за группа? Национальная библиотека Республики.
4000. Да, то есть, ну, в любой свет, ну, там, в вашей группе нашли, да? Смотрите в левую строчку, да? Вот, а теперь нажимаем на лупу. Экспресс. Сколько участников? 4194. Разница сколько? 500. 500 страничек — это боты, фейки и странички без фотографий, без аватарок. Что нужно сделать? Если у вас и собачки зашли, то что нужно сделать? Ну, у вас не столько, наверное, подписчиков, да, у каждой группы. Вот, что нужно сделать? Нужно выделить один вечер и ручками почистить сообщество от собачек. То есть если мы вот прям берем вот ручками и прокручиваем, находим собачку. Вот, не могу на тебя обычно не сразу удалять. В общем, почему? Потому что больше 5-10%, это показатель такой, ну, для ВКонтакте, чтобы не ранжировать ваши посты. Лена, понятно, даже что сделать? То есть больше 10% это огромный риск. Иметь больше 10%, то А мы не можем что-то найти. давайте покажу. Так, участники. Так, участники. А, у вас нету такой функции. А вы как админы зашли? Да. А у вас сколько участников? По-другому? Да. У меня Не через этот, как его, не через управление сообщества, вот так зашли. Участники на лупу нажали, Крэксперс. Вот. У вас, считайте, 55 плюс 13, 70, 68, да? То есть 68 либо заблокированных пользователей. То есть они уже все. Да, это у вас... вышли, да? Нет, они у вас в группе висят. Чем они опасны? Они висят в вашей группе в подписной базе, они занижают ваш охват. А может, их просто Там где-то взломали? и они уже их нет. Ну, в любом случае они вам не нужны. Это ваши мечтатели, они тянут вас на дно. Удаляйте их. Вот. Это просто... Это я просто это показала. Это только администратор может посмотреть. Там удалять. Да. Удалять. Сейчас покажу. Я расскажу, как удалить участников. Вы пишите сюда, пишите. Вот, зашли сюда. 516. Нажали паузу. 471. Зафиксировали себе, посчитали, сколько у вас. Где-то 50-60, да? Теперь, как удалять? Еще раз покажите. Всем понятно? Или кому-то еще подойти? Только администратор, да, это может сделать. Если я редактор приема, Не знаю, я редактор или нажмите на участники. Подписчики. Нажмите на участники. Да, 40 человек, у вас или сколько, разница? Ну, вот там сколько на самом деле, да. сколько есть, и те, кто... Разница вот это... Разница, вот эта разница как раз, у кого сколько получилось, да, у кого 600, у кого там 70, у кого чего, да? Вот эта разница, это заблокированный пользователь, то есть это собачки, да, знаете, вот на аватарке такая собачка. Вот. Это либо заблокированный пользователь, либо человек удалил свою страницу, вот. Либо это, как сказать, либо это фейковые страницы, то есть даже если есть аватарка. Но если нету, но вы понимаете по страничке, по ее наполнению, зайдите, не поленитесь, да, То есть надо всех промониторить, просмотреть. Да. Да, это труд, но он оправдан. Это не практически труд очень. Здесь вам не покажет. Теперь что нужно сделать дальше? То есть здесь вам покажет только цифра. Показывает. То есть вот, зашли. Сюда зашли, да? Еще раз покажу. Участники зашли, 4564. Зашли, зафиксировали. На лупу нажали, 4194. Высчитали разницу. Примерно для себя, что представляет. Теперь выходим, заходим в управление сообществом, все как обычно. Участники и мониторим. Встречаем собачку, нещадно ее удаляем, пожалуйста. Встречаем страничку без аватарки, заходим, смотрим. Если понимаем, что это реальная страничка, реального пользователя, ну, похоже, оставляйте его, хоть раз могу удалить. Если человек заинтересован в вашем контенте, он обратно зайдет, если случайно. У меня были такие случаи, мне звонили, говорят, почему ты там завод вот удалила? Я говорю, сейчас
собачка, удаляем. Видите, да? Нет. Видите, что такое собачка? Все, удаляем. То есть этот человек уже, он вас тянет на дно. Так, ну и так далее. Скорее всего, там рекламные страницы, там какие-то, они тоже. То есть избавляйтесь от них нещадно, не гонитесь. Это раньше было так, что вот каждого подписчика считали и радовались, ура, у нас там на 5 подписчиков больше заведели. Нет, пришлите времена. Лучше, так сказать, ну вот это соотношение количества и качества, да? Сегодня в паблике может быть 700 человек, но эти 700 человек, они все заинтересованы в контенте, и они, то есть по показателям вовлеченности, по показателям охвата, по своей статистике, вы поймете, что они заинтересованы в вашем контенте, и, ну, просто поймете, потому что у вас появятся комментарии, и вы увидите, что ваши посты, они получили хороший охват. Так, это рассказала. С каким время? 15:30? Да, да, перебили. Понятно по этому блоку? Да. Да. Поэтому тоже понятно по первому экрану. Да? То есть принцип первого экрана, проси мало, уходи быстро. То есть 7 секунд, чтобы зацепить пользователя. Рассказать, что мы публикуем, да, какой контент и зачем, да, зачем вообще наш. Так, для мобильной версии центруем информацию по давайте перейдем к блоку обсуждения еще раз, да, скажу? Так, нет обсуждения. Ну, зайдите вот в свои обсуждения. Хотите свой блок обсуждения? Прошли? Еще раз скажите. Что сказать? Обсуждение. Есть у вас? Сколько тем? 7. Так, с библиотекарем в закрепе, да? Не закрепляйте тему. Лучше, смотрите, если вы уберете те темы, которые, ну вот видите, у нас сообщение идет, да? Они как бы висят. Вот у вас вот этот класс, самый интересный интернет, что у вас очень хорошее обсуждение. Некоторые висят? Некоторые висят. Ну, некоторые темы вот можно в посты брать и, да, вы можете оставить, допустим, и в посте написать, что у нас вот есть такая тема обсуждения. Отправляйте туда. Вот. У всех получилось найти обсуждения свои? Да? У нас нет. Вы спуститесь? А может, у вас их и нет? Ну-ка, здесь. В настройках. То есть вот где я показывала, там обсуждения включены, мероприятия выключены, там вот это вот, там есть обсуждение. Пошли? Может, туда играть? Вот. Ну, в общем, минимизируйте темы, да, люди не так темы зовут. Какие-то вопросы у кого-то, нет? Все зашли? Минимизируйте количество тем, оставляйте 3 самые топовые, они видны на первом экране. То есть оставьте то, ради чего здесь подписчик. Если у вас самые активные темы это продлить книгу, спросить о новинках, оставляйте их. Но не закрепляйте темы, делайте их живыми. Пусть хоть что-то меняется в вашей группе. То есть пусть человек, который видит и постоянно видит одну и ту же тему в закрепе, а в ней всего 2 сообщения, а между тем вся движуха идет в теме другой, но ее не видно на первом экране. Да? То есть лучше открепить ту тему и не закреплять никакую, пусть меняются местами. Они и так эти 3 видны, то есть они просто там будут, там можно поставить галочку в настройках, они будут либо по обновлению, либо как-то еще нужно. Ну, в общем, там 3 темы оставьте. Вот. И даже если у вас больше тем, то рекомендую не больше 5 в целом сделать. Не надо их там десятками. Никто не будет там читать и искать какую-то тему отдельно. Ссылки. У каждого сообщества есть в правой колонке, да, если это десктопная версия, раздел ссылки. Да? Посмотрите, что у вас, сейчас так скажу, чем засорен у вас этот раздел. Да? Мы наводим генеральную уборку в своих группах сегодня. Одна точка. Женские комнаты у нас. У кого-то одна ссылка. Куда?
На нашу же группу, только на другую. Ну вот, опять. Так, еще какие ссылки, кстати, Юношеские национальные. В общем, раздел ссылки для чего нужен? Вот. Не можем приказать. Министерство культуры, да? Так и знал. Я думаю, что не Министерство культуры, Ну, я просто радиус. Ну, в общем, сейчас расскажу, в чем суть. Да? Соцсети вообще стремятся стать вторым интернетом. Для этого они награждают кучу всяких возможностей, да, для того, чтобы мы слушали музыку, там, поисковик, т.д. и т.п. Вот. Для чего? Чтобы мы не уходили из соцсетей. Даже вот, вспоминая наш алгоритм, да, это именно он не ранжирует посты, то есть он не дает высокую цену тем постам, которые содержат ссылки. То есть если вы прикрепляете к своему посту какую-то ссылку, причем, допустим, на ваш сайт, да, куда вы делаете трафик, а на какой-то вообще левый там источник контента, например, указывает там из вежливости, да, не делайте. Лучше пропишите его в тексте поста просто, не крепите ссылки, ваш пост упадет в ранге. Это во-первых. Во-вторых, он может получить теневой бан. Например, ВКонтакте терпеть не может, я уже не знаю, по каким там теркам между собой. Он терпеть не может ссылки на YouTube. На что? На YouTube, на Инстаграм и что на Фейсбук. Ну вот, например, сейчас скажу, что Инстаграм делает. В Инстаграме вообще нельзя публиковать ссылку на ВКонтакте. То есть если, допустим, я веду две соцсети для одного заказчика, то если во ВКонтакте я еще могу там что-то скопировать в Инстаграме и вставить, но ранг поста будет очень низкий. То Инстаграм вообще не пропускает посты с ссылками в ВКонтакте. То есть у них вот такие между собой войны, и это надо понимать. И ссылки на YouTube. То есть если вы захотите вставить ролик из YouTube, поищите его лучше в ВКонтакте. Там полно всякого мусора, который... У нас, например, канал на YouTube, и мы оттуда как-то стильком, да? Родной канал, да? Да, Ну, посмотрите на охват поста. То есть у вас же есть вот эти вот количество просмотров. Сравните для себя, сколько вам. Потому что, может быть, ваша аудитория, она очень вовлечена в ваш контент, и вам по барабану есть там ссылка, нет. То есть ваш пользователь и так вовлечен, у него хороший охват, они заходят просто в ваш паблик, они не видят его линки. То есть тут еще нужно смотреть на источники перехода. То есть нужно, чтобы обмануть этот алгоритм, нужно стремиться к тому, чтобы пользователь сам приходил к вам в группу, минуя эту ленту, влияя на этот алгоритм. То есть, и бог с ним, не видит он пост в моей ленте. Но я сама захожу, чтобы не вышло вот это вот ссылка, да? Но она может по быть... тексту, она, допустим, если будет, то он пропустит. Он и в тексте, да, читает ссылки, то есть, не нагромождайте, нет, минимизируйте, ищите обходные пути. Пытайтесь обойтись без ссылок. В этом блоке видны только 5 ссылок, поэтому, когда вы заводите этот блок или сейчас начнете наводить там порядок, сделайте так, то есть добавляйте ссылки в таком порядке, чтобы были видны только 5 и самые важные. И те, которые не уходят с вашего ресурса. Вот я люблю чисто для себя делать ссылки навигационные по своему сообществу. То есть отправлять там на прайс куда-то, отправлять какой-то раздел еще куда-то. То есть так даже можно, да? Да, то есть делайте внутреннюю навигацию. Пользователь пришел к вам в группу. Зачем вы его, выпроваживаете, да? Пусть он у вас тусуется, пусть он смотрит то, читает то, но в вашей группе. Есть еще такие риски, что даже если вы, например, вы на сайте завели ссылку на сайт, и я, например, скорость интернета, она везде разная, да? Я, например, терпеть не могу из ВКонтакте уходить, то есть если у меня начинает подгружаться какой-то сайт, я сразу прекращаю это дело. Потому что я не люблю ждать, потом там что-то загрузится, крутить, вертеть, а может оно еще не загрузится, а еще выплывает окошко, через какой браузер вам загрузить. Да, вас и все, ушла вообще с паблика, с вашим тоже. Не уводите от себя пользователя, понимаете, как говорится. Единственное, что возможно, это трафик на сайт библиотеки. То есть уводите, если уж вводите, то хотя бы на свой ресурс. Так, давайте перейдем к разделу «Контакты». Какие-то вопросы есть еще по разделу «Ссылки»? Ссылка.
в настройках можно узнать. У вас страница? Перейдите сначала страницу. Еще кому-то помощь нужна? Так, контакты. Вот я обратила внимание на во многих группах, ну не скажу, что на всех, во многих группах написаны контакты на личную страницу. Значит, заведующий библиотекой, там, начальник такого-то отдела, Вот я хотела, я, конечно, начальник, да, ваша правильно. А пользователю зачем? Зачем нужны ваши контакты? Они вам звонят? Вот заведующий библиотекой или там начальнику отдела. А зачем? Чтобы не забыли, чтобы записать. Куда? Вот, понимаете, откуда я? Вот я, например, хочу записаться с сыном на экскурсию. Вот у меня 5 телефонов. Я по какому найти? Вот. То есть напишите, зачем вы нужны. То есть если записаться на экскурсию, так и напишите. Записаться на экскурсию. Дайте телефон. То есть человек уже знает, что записываться на экскурсию надо именно по этому телефону. Там продлить книгу. То есть опять же, зачем? Да? То есть зачем вы этот телефон? Зачем вы дали 5 телефонов, да, и пользователь, ну, мало того, что он не будет звонить, да, ему проще, если есть соцсети, ему проще написать сообщение, залезть в обсуждение, написать какой-то комментарий. То есть это последнее дело, когда человек возьмет, выйдет от всего, начнет набирать кнопочки, тут еще барьер общения включается, да, то есть куча барьеров. Ну, только я, наверное, могу пройти все эти там круги ада в силу дотошности. То есть вместо того, чтобы в контактах мы пишем редактор, там, да. администратор, мы Не напишем свои функции. Мне, например, как вот пользователь в вашем сообществе по барабану, кто у вас администратор, редактор, модератор. Ну, мне нужно знать, могу я продлить книгу по этому телефону или нет. Могу я там, ну, на экскурсию, ну, вот это ваша услуга. То есть зачем вы нужны пользователю? Зачем мне звонить по этому телефону? Если мне нужно вот это сделать, я звоню. Если нет, то нет. Ну, даже из уважения к заведующему библиотекой, да, не надо публиковать его телефон. Я предполагаю, что у заведующего и так много дел, чем отвечать на звонки читателей, да, или еще что-то. Ну, вы тем самым и себе жизнь облегчите, и пользователю, да, ему нужно забивать голову. Вот. Только нужные пользователи, да, контакты берете. Задайте сами себе, зачем ему звонить по этому телефону. Вот. И раздел «Контакты» — это очень такой интересный раздел, я обожаю его за то, что он может создать атмосферу. То есть раздел «Контакты» — это одна точка входа в реальный мир. Ну, то есть когда человек из виртуального может набрать телефон и услышать живой голос, да? То есть пообщаться с живым человеком. Да? Создайте атмосферу. То есть не просто там напишите «заведующий библиотекой», а, например, там, с удовольствием ответить на ваши вопросы. Ну, что-то эмоциональное. Например, приветливый администратор, там, расскажет о книге. Ну, я сейчас придумаю в этом году. Ну, в общем, какие-то приятные эмоциональные вещи. Или там, здесь вам там, приятный голос, приятный вопрос ответит. Или, ну, что-то такое эмоциональное. Или, допустим, там вы разграничиваете, опять же, вашу аудиторию, да, то есть, например, это отдел там со взрослой литературой, это с детской, то есть, спросите о детской книге, ну, вот что-то такое, то есть, можно аудиторию разграничить. Подойдите к этому разделу не шаблонно, то есть, не отмахивайтесь от него, просто там, публиковали телефонный справочник, и все, никому не нужно. Сделайте из него еще одну точку входа, ну, которая позволит читателю или подписчику приблизиться. Так, все это я вела к тому, чтобы какие-то вопросы, да, будут обсуждения. Спросите меня, как вы хочу спросить. У нас 6 комитетов, и вот нам так пришли, нам нужно здесь я почему увидела у нас 4. Как сейчас забраться? 3 даже не буду. А мы копируйте ссылку здесь на личный аккаунт. Если этого человека нет друзья, правильно? Нет, есть это очень. Да. Чего у вас добавили? Нет, как справиться с этим? Переспать с этим, да.
потом я дам полезные ссылки, у вас будет видеозапись. Вот. И я думаю, что... Да, я дам ссылку потом на свою презентацию. Еще вот хотела сказать. Вы даете контакты на личные страницы, да, своих коллег, верно? Человек может, и при этом вы даете телефон. Да? То есть если вы даете контакт на личную страницу, человек ту силу быстро, он переходит на эту страницу, а там какая-то личная информация, да, там кулинарный рецепт. То есть я захожу к этому человеку записаться на экскурсию, да? По идее, хочу. Вот. Но я как бы вторгаюсь в его личное пространство, мне, например, очень неловко. То есть либо должен быть это рабочий аккаунт, то есть когда я перехожу, я вижу, что да, этот человек, он на своем месте, он компетентен, он может меня записать на экскурсию. Но это должен быть личный аккаунт, который создан именно вот под эту функцию. То есть не личная страница. Тогда, получается, нужно 2 номера телефона, чтобы зарегистрировать, правильно? Там же, да, технические сложности. Же. Либо избавляйтесь от обилия контактов, убирайте ссылку на аккаунт, оставляйте только телефон. То есть там же можно не публиковать ссылки. А как там сделать? Просто телефон, да? Если вам нужно, чтобы человек по телефону записался, то оставляйте только. Не публикуйте ссылки на личные страницы. Плюс еще аватарка где-нибудь там. Что еще? Вот про приложение Лена, да, что-то рассказывала. Что? Нет. Можно установить приложение, которое требует запись в библиотеку. Да, но это нужно оказаться в приложении. Можно перестроить приложения, которые позволят там отложить книгу или продлить. То есть вам нужно будет поковыряться в приложениях, посмотреть, какие есть и какие удобны под ваши функции. Приложение это будет еще одна дополнительная точка входа. Что касается рассылок сообщества, да, вот видели там кнопочка подписаться на новости. Говорила, да, тоже? Вот. Главный принцип здесь не надоесть. То есть не надо вываливать по 10 новостей в день, там одной новости в день, да, достаточно. Так, про чат-боты рассказывали. Так, вот еще что касается новогодных штучек в меню. Да? Помните, меня спрашивали про ники меню, там, про ники страницы. Вот. Я остаюсь как-то в своем убеждении, что это просто какая-то дань моды, но для подписчика это создает определенные сложности. То есть человеку надо много раз кликнуть, чтобы что-то найти, чтобы загрузить какие-то странички дополнительные, перейти. Чем меньше кликов, тем лучше. Сделайте репликационные хэштеги, и они представят и вашу задачу, и задачу поиска. Вот. Можно сделать отдельный пост навигации по сообществу, периодически его крепить. Про закрепленную запись Лена тоже рассказывала. Да? То есть если у вас нет какого-то мероприятия, которое вы бы хотели вынести на первый экран, просто сделайте репликационный пост по своему сообществу с теми хэштегами и периодически вываливайте его, закрепляйте. Так, ну и про модератора я сказала. Да? Установите приложение, и вы будете в курсе всего, что происходит на вашей странице. Так, у нас еще 25 минут осталось, да? Верно? Так, сейчас я скажу. Ну, в принципе, вот, это это скрины с сообщества портала «Видите, культура РФ». Обожаю этот портал. Они очень умело работают с потенциалом ВКонтакте. То есть они вываливают и аудио, и видео. И, кстати, у них это можно брать. Какой тип Культура РФ? Сайт, да, сообщество Министерства культуры. И они очень классно создают подборки. То есть мы завтра будем говорить о приемах, которые работают по форматах, в которых можно делать посты. Они очень классно работают с подборками. И делают видео. Ну, ВКонтакте бесплатно. ВКонтакте. Любое приложение, оно какой-то период бесплатно. Вот. Но когда вы, как сказать, не очень дорого стоит. У меня загружено там порядка 4 десятков сообществ. Я смотрю себе 4 десятка. Большой там 196 рублей.
То есть я думаю, что если можно загрузить, минимально будет. Ну, какой-то период там еще бесплатно. А для родное приложение, которое сам ВКонтакте запустил, оно бесплатное пока. Так что быстрее его устанавливать, потому что все придет к тому, что когда-то оно станет платным. Оно глючит. Но поэтому бесплатно. Вот. То есть устанавливайте всякие фишечки. Помните, мы говорили о том, зачем пользователь заходит, да? Он заходит развлекаться. Вот. Вы можете сделать вот всякие фишки, типа пройти тест, там еще какие-то приложения, которые позволят выполнить, удовлетворить ее эту потребность в сообществе. Вот. Опять же, в приветствии, да, тоже, опять же, выводы, да, и что мы получим из статьи о том, так. В принципе, у меня мой блог закончен. Я вот ждала много вопросов. То есть у нас 20 минут. Надо переварить, потому что или я могу... Или что? Ну, о чем еще хотите рассказать? Я во всем могу. Вера, может, у тебя основной вопрос? Вы же нам хотели про котов сказать. Про котов, да. Это приемы, которые работают. То есть это мы займемся завтра. Завтра у нас по плану... То есть у нас был анализ группы, вообще на завтра отведем, да? Но поскольку нам сегодня поставили практическое занятие, у нас есть возможность ноутбуков, я решила перестроить, чтобы каждый из вас на примере своей группы понимал, о чем я говорю. То есть уже сразу примерял. А скажите, если завтра мы будем тоже работать с компьютером? Завтра мы будем там, в библиотеке, да? То есть там мы в библиотеке будем работать также в формате Права презентации. администратора еще понадобятся? Я думаю, что вам они вообще понадобятся? Нет, вообще, нет, на завтра, например, то есть запросите сегодня. Конечно, запрашивайте, они мне помешают. Вдруг ну что-то там всплывет у нас, и мы забудем срочно сделать. Про статус сообщества, да, доступ в WhatsApp. Вот оно индексируется в Яндексе, если мы туда что-то Да, есть. Ну, я не думаю, что здесь, смотри, фишка в том, в чем. Я не думаю, что библиотеки ищут через Яндекс. То есть, если мы зайдем в Яндекс.Спортстат, наверное, будет мизерное количество людей, которые ищут сайты библиотек через поисковые системы. Ищут. Но если ищут, я, конечно, могу ошибаться, потому что, чтобы быть уверенным, надо зайти и проверить. В Яндекс.Вордстат статистика поиска по ключевым словам, зайдите и посмотрите, сколько людей. Но и в сам Яндекс заходите в режиме инкогнито. То есть, когда вы заходите с выдачи Яндекса, она индивидуальна. То есть, он выдает вам те ссылки, которые его алгоритм понимает, что будут вам интересны, или то, куда вы раньше часто заходили. Заходите в режим инкогнито, и тогда вы будете видеть объективную картину. Там справа есть в настройках 3 полосочки, куда зайдете, и там будет написано режим инкогнито. Вот зайдете, и тогда ваша поисковая выдача, она будет индивидуальной. Вот. Если ваши подписчики ищут сайт библиотек через поисковики, то вы и сообщество тоже, и это будет вообще круто. Если вы свое сообщество выведете в поисковую выдачу Яндекса. Это можно сделать как? Первое, это контент. То есть если ваши подписчики будут активно вовлечены в контент, Яндекс вывалит вас. Второе, это оптимизировать название, строчку, названием, да, информацию, описание сообщества, информацию под поисковики. То есть нужно сверяться с ключевыми словами, и вот желательно эти ключевые слова уместить в описании сообщества в информации. Поисковая система их видит.